ушли втроем. Попали в плен. Ты раненым не был? Нет. Меня вот в шалях ранил, когда бомбили. Свои же, да? А, допустим, родители знают где-то? Где-то мать здесь, на грани была. Так не знаю, где еще. А как к тебе священцы относятся? Нормально. Не обижают никак? Нет. Как вы относитесь к фильму? Нормально. Вас били? Да нет, нормально. Командир батальона, подполковник Куков, себе домой целый Урал вещей вез. Что начальник штаба тоже. В каждой отправке себе вещи отправляли, командир батальона его. А вещи где они брали? Потому? То есть мародерством занимались? Да. Я в Андреевской долине стоял целую неделю. Пригнали морскую пехоту с Калининграда и устроили там стрельбище. Пацаны не могли стрелять даже. На Андреевской долине. Банки выставляли и учили их стрелять. Пацана взяли в плен как. Привезли с Таманской дивизии, кинули в депо и сказали: стреляй-ка, увещенно стреляй. А за что, как? Ну, 3 дня они ничего не ели. Чеченцы подошли, принесли им хлеба, и те перешли 15 человек на чеченцев. Сдали себя. А до сюда проходят села, там офицеры едят сыр, колбасу, масло импортное, а солдаты гнилую сечку и вдруг сразу называем торговку. Гуманитарная помощь, которая приходит, распределяется среди солдат или как-то по-другому? Гуманитарную помощь нам привозил банк Минотеп. Должны были каждому человеку по упаковке дать, а нам дали на 4. Офицерам вообще не должны были давать. Это было только для солдат. И раздали офицерам всем. А с других стран гуманитарная помощь? Не видели мы. Ничего не видели. А как относились вообще офицеры, солдаты, военнослужащими? Как плохо? Вот мне начальник штаба на память оставил надкол Бухреда. Сейчас до сих пор не может на выжить. Что оставил? А кто этот начальник? Как его фамилия? Хмеев Харламов. А ось полонений чеченський солдат. Майже місяць його та кількох його товаришів, що теж потрапили у полон, тримали у нафтовій цистерні. Солдатів пограбували, били. Від тортур і ран Хасан збожеволів. Та йому ще пощастило. Інші повертаються вже мертвими. Як оповідали нам, за мертвого правлять по 800 тисяч рублів. Чеченці платять. Вони не кидають своїх вбитих. Дехто легковірно думає, що нам Чечня, хіба своїх проблем мало. Але втім то й справа, що як оповів полонений офіцер Російської Федеральної служби контррозвідки, у російських частинах готуються диверсійні групи для операцій в Таджикистані, Вірменії, Балтії, в Україні. Ну, этим вопросом вообще по заброске групп занимается первый отдел ФСК непосредственно. В зависимости состав группы состоит от населенного пункта, количества проживающих людей там. Вот. И как таковой непосредственно отношения к первому отделу я не имел, но то, что мы знали, то, что я знаю. И такие группы проходят подготовку в вашем полку? Нет, эти группы не проходят в нашем полку. А где? Они проходят где-то в Подмосковье. Где-то в Подмосковье готовятся и ближе к Воронежу. Вот. И кому подчиняются такие подразделения? Первый отдел ФСК. Да. Это чисто отдел внешней разведки. Ну, вы сказали, что имеются 2 группы, вы знаете 2 группы, которые были подготовлены для Крыма. Ну, это по сведениям ГРУ, в общем, то, что нам попали распечатки ГРУ, и практически чисто случайно мы узнали об этом. Ну, прочитали просто от любопытства и это узнали о том, что знаю, что группа одна в Керчь, а другая в Симферополь. Подготовлено и заброшено уже или только готовится? По подготовке только. Подготовиться только, да? А с какого периода начали подготовку? Подготовка идет где-то начиная
с мая 94 года. И какое количество времени продолжается? Ну, где-то, может быть, уже год. Знаете ли вы о времени, когда они должны быть заброшены в Крым? Нет, этого я не знаю. Нет, этого я не знаю. Это что конкретно, я вот это не знаю. Вот. Я знаю только именно непосредственно то, что делала наша группа.